Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. И сегодня в нашей студии боец 6-й роты батальона имени Достовалова Анатолий Лагушин, позывной «Черепаха». Приветствуем вас. Здравствуйте. Анатолий, здравствуйте. Вот хотел уточнить, а что это у вас, что вы принесли сегодня к нам в студию? Ну, сегодня я в студию пришел с подарком, который подарили мне мои соотечественники. И, также мои братья и сестры прихожане нашего с города Октябрьского. Просто люди сами знали то, что нам нужно. И предложили прибор для работы. Вот мы сопричастны, мы вас поддерживаем. И вот у нас есть возможность сделать для вас такое. Я от всей души всем благодарен. Много людей, много прям чувствуется поддержка. Родина наша, малая родина, большая родина. Даже в войсках смотрят на нас. Вы, говорит, откуда? Мы с Башкирии. Ну, такие С гордостью говорите, что вы из гордостью, Башкирии. потому что о нас помнят, о нас заботятся в каких-то маленьких проявлениях, как кто может. Даже письмо со школы маленького человека, который вступает в взрослую жизнь, уже важно. Понимание, за что ты там стоишь, какие интересы, какие идеалы ты защищаешь. Вот этот квадрокоптер, он для чего будет вами использоваться? То есть для сброса или для разведки? Нет, вот именно эта модель предназначена для разведывательной деятельности, где-то для такой работы местности, там просто посмотреть, потихо пройти, так аккуратненько. Разные методики есть для разной работы, как бы так скажем. Ну, здорово, что в вашей роте пополнение. Поздравляем вас с этим Конечно, пополнением. большое И большая благодарность всем тем, кто поддерживал и внес свой вклад для того, чтобы у вас появился новый друг. Пользуясь случаем, своей легендарной роте 6-й, всем командору, легендарному замполиту Горькому, то и весь батальон имени Александра Достовалова, героя России. Всем большой привет, сил, терпения, воодушевления. Да. Там, где мы, там всегда хорошо. Там победа. Там победа. Анатолий, вы в батальоне Достовалова с первых дней, когда батальон отправляли на боевое слаживание с июля 22 года. Вот скажите, за 1,5 года вы изменились? Мне кажется, все мы изменились. Много чего прошло в процессе. 2-й год уже, в принципе, идет, как мы там. Все есть, как и 1000 лет назад. И любовь, и морковь, и предательство, и прощение, и понимание. Как-то очень остры все эти. Но в итоге что? В итоге других нету. В итоге только мы меняемся сами. Главное соответствовать, не потерять, не растерять. Замораться всегда можно быстро, в 5 секунд. Продержаться и дойти до конца. Это уже труднее всего, наверное, соответствовать. Соответствовать тому, на что смотрят, как тебя воспринимают твои родители, твои соседи, соотечественники, твои учителя, где ты учился в школе, в техникуме. Как на тебя смотрят вообще, кто ты есть на самом деле для людей, в первую очередь. Анатолий, у вас уже большой боевой опыт, 1,5 года в зоне СВО – это большой, приличный срок. А за все это время как часто приходилось проявлять смекалку при выполнении тех или иных задач? У нас народ такой, да, смекалистый, приходится, как часто? Очень часто. Вот мы знаем историю, когда там за определенными припасами вас отправили, вы сами пошли без оружия, без ничего. В итоге дошли до противника, забрали у него эти припасы и вернулись назад. Вот как так получилось? Как-то так получилось. Отец Небесный где-то провел, наверное. У него много имен. Нет, там как-то пришлось с кем-то столкнуться или просто как-то по-хитрому? Потихо зашли, потихо ушли. И сам, и со с мир вашему дому. То есть никто даже не заметил, сработали чисто? Так, да. Молодцы. У вас есть государственная награда, вот я вижу, медаль за отвагу. Расскажите, за что вы ее получили? У нас была поставлена задача занять один рубеж. Мы очень тяжело проходили, прям поливали так сильно, но мы задачу выполнили, закрепились. Многое чего было, мои товарищи знают. И рассказывать много тоже нельзя. Да, за отвагу, значит, за отвагу. Это результат моей работы, оцененный Родиной моей. Анатолий, у нас есть несколько видео с вашим участием из зоны специальной военной операции, и давайте посмотрим одно из них. Погода, лед. Замечательная погода, как заказывают, когда такое делаешь. У природы нет плохой погоды.
Анатолий, в этом видео вы говорите, что у природы нет плохой погоды. Хотя бы картинки видно, да, что там мороз, снег, лед. Сложнее работать в таких условиях? Или уже, в принципе, ко всему привыкли? Где-то сложнее, где-то наоборот, она плюсом погода идет. Как говорится, тут смотря какая ситуация. Или мы наступаем, или они наступают. Тут очень много факторов. Когда-то погода даже нам помогает, даже такая, на первый взгляд, которая нам кажется, что она такая некомфортная. Для некоторой работы она даже самая прям нужна. Ну, а в этом моменте мы становимся просто сильнее, крепче, проходим в физике все это не так, чтобы, смотря с дивана телевизора, о, как я бы так смог, я бы так не смог. Ну, ты сделай, попробуй, сможешь, молодец. У нас есть еще одно зимнее видео с клюшкой от хоккейного клуба Салавата Юлаева. Да. Давайте посмотрим его и обсудим. Благодарим команду Салават Юлаев, все-таки мечты сбываются. Ну вот это просто символ. Вы знаете, что он побывает в нашем во всех Булгала. И победа будет за нами. Давай, гол забей. Гол! Анатолий, как в зоне СВО у вас оказалась клюшка и почему она вам так дорога? Ну, приезжал один человек к нам решать вопросы, если у кого есть, у солдат, у воинов, там, бытовые такие, там, по семейному характеру. Ну и получилось так, была как-то, посетила меня одна идея, ездили в войска со всеми, ну, на войне свои приколы есть, знаки различия, там, были музыканты, были такие всякие. Я говорю, ребята, может, мы хоккеисты? Ну, как-то пошутить. И пошло вот так вот. В хоккей играют настоящие мужчины. Там тоже находятся настоящие мужчины. И я благодарен жизни, как бы у меня все есть. Мне нечего было просить. И мне просто захотелось клюшку, шайбу и флаг Салават Юлаева. Извините, что я в студии не это, но он был на всех. Он находится там, где мы находимся, на Первом крае тоже Всегда был. с вами. И там есть росписи парней, и когда все закончится, мы, наверное, с этим знаменем где-нибудь, может, на каком-нибудь игре поприсутствуем вместе. Здорово. Анатолий, ну мы часто видим на видео, которые присылают из зоны спецоперации, что бойцы в минуты отдыха, когда они все-таки есть, кто-то играет на гитаре, кто-то играет на курае. И вот одно видео есть и с вашим участием. Давайте посмотрим его. На этом видео вы с командиром роты Туманом. И он сказал нам, что до специальной военной операции вы не знали, что есть такой музыкальный инструмент кубыс. Вот расскажите, а теперь вы умеете на нем играть? Нет. То есть это просто было немножко для видео импровизация, да? Ну, как вам объяснить? В душе я умею на нем играть. В физике не могу, пока еще не научился. Но есть звучание всё время. нравится, да, кубызм? Ну, конечно, это же народный фольклор. Это же наши корни. То есть все-таки это все острее ощущается там на СВО, что вот это наше родное башкирское? Ну, родное, да, мы рождены, как бы, это истоки наши, это же музыка, это... Говоря о гуманитарке, расскажите, пожалуйста, Анатолий, что больше всего греет душу? Ну, больше всего греет душу, как бы, когда письма со школы, ну, детей приходят, это как вообще эмоционально затрагивает, и тебя где-то поправляет, когда ты немножко уставший, иногда забывают некоторые, почему ты здесь. А это быстренько так встряхивает и напоминает, какая основная твоя задача, почему ты здесь находишься. У нас как раз есть еще одно видео из зоны специальной военной операции, как раз когда вы читаете письма, которые пришли, которые прислали вам дети. Давайте посмотрим. Дорогие наши дети, школьники, вы не представляете, как приятно читать ваши трогательные строки в нашу поддержку. Ваши письма находятся у нас как талисманы. Кто-то носит их в груди. Это дает нам очень много сил в таком моменте. И мы верим и знаем, что победа будет за нами. Анатолий, в этом видео вы говорите, что письма от детей придают вам сил. А о чем вообще пишут дети в письмах? Ну, дети пишут
Дорогой солдат, Возвращайся живой и с возвращайся победой. живой с победой. Ну и желаю всего, чтобы быть крепким, все такое. Ну вот мы сейчас об этом заговорили, и прям чувствуется, что для вас это очень эмоциональная тема, и она вас прям очень трогает. Там максимально чувствуется на передовой вот эта поддержка. То, что вся страна сейчас сплотилась, так сказать, в единое целое и хоть как-то, но помогает фронту, приближает успешное завершение специальной военной операции. Дети должны в нормальных условиях жить. Должны, ну, как бы иметь возможность нормальную. Должно быть у них небо, образование. Детство, чтобы было. Чтобы не было такого, вот, как есть в некоторых. Они не должны искать подвалы, прячась от бомбежек и разбираться, какая граната активная, какая граната Это не очень взведена. страшно, когда дети знают, что такое война. Ну, спасибо вам за то, что вы доброволец, что вы пошли туда, в зону СВО, и благодаря таким людям, как вы, у наших детей здесь мирное детство. Дай бог, так оно всегда и будет. Мир нашему дому, да, победа будет за нами. Анатолий, а с местными как обстоят дела? То есть как они относятся к российским бойцам? Ну, все по-разному. Как так вот, тут нет такого однопланового. Все зависит от людей, мы все разные. И как бы тоже каков привет, таков ответ. Ну, у нас вообще все ребята такие молодцы. Просто даже занимаются такими моментами. Вот собаки побитые, не пройдут мимо, перевяжут там. Заморачиваются, то, что какие уколы ему купить, как, что сделать. Местное население тоже, видишь, там бабушка там или какие-то пенсионеры. Сухпайками делитесь, наверное. Да можно даже не сухпайками, где-то просто можешь. Дров Мы же наколоть. получаем дров наколоть, уголь кинуть. Где-то взаимосвязь. Да даже просто тоже, если располагаешь, тот же самый газовый баллон, который себе не могут они позволить, как бы тоже отопить дом. Но мы же такие В люди. общем, широкая русская душа. Ну, вот как-то так. Анатолий, вы сейчас находитесь в краткосрочном отпуске, и ваши боевые товарищи из 6-й роты батальона Достовалова записали для вас видеопривет. Всем привет! Мы сейчас находимся на занятиях. С утра и до вечера организованы занятия. Задача, чтобы каждый знал свои действия, чтобы были отработаны, оточены все навыки. Готовимся потихонечку к наступлению. И в постоянной готовности выдвинуться на нашей позиции, которая находится на ЛБС. 13 января у нашего боевого товарища Черепахи был день рождения. От души поздравляем его, желаем всех благ, благополучия, мира, спокойствия, добра. Парни, пацаны, Черепахе привет передайте. Черепаха, привет, с днем рождения! С днем рождения! Аллилуйя! С днем рождения! Скажи, что... Здоровья, терпения, счастья в личной жизни! Да. Этот, давай, что вернулся поскорее, с отпуска уже. Все, уже хорошо отдыхай. Мы тебя ждем! Ну, действительно, прям очень трогательное видео. И мы растрогались, и вы растрогались. И вот присоединяемся к поздравлениям и тоже с прошедшим вас днем рождения. Благодарю, ну это же мои братишки, я их всех люблю. Да, это ваши. Я скучаю по ним, Ваши братья. Вас тянет туда? конечно, тянет. Ну, там ваши братья, вы не можете их оставить. в беде, Конечно, правильно? и им нужно настроение, а я здесь. Вот. Ну, мы знаем, что у вас уже отпуск подходит к концу. Желаем вам удачи. Передаем большой-большой привет 6-й роте батальона Достовалова, да и всем нашим башкирским бойцам. Ждем их всегда здесь у нас в студии в гости. Вот, так что удачи вам. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем» о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.